här i golvet. 통안무가가 있지. 그래. 아빠도 그래. 오.
Вон он, бездельник, бежит. Всем большой привет. Он остановился, сразу увидел белые грибы. Вот они. Бери, не хочу. Остановился у столика. Тулами корнета. Вон он. Сегодня 22 августа. Мы с Туланом выехали на первую избу с ночевкой. Вот смотрите, вот гриб, вот видите, подощиновый. Пару шагов сделаем. Вот тут еще одно видел, вон он. Вот. Я, ребят, здесь остановился, чтобы набрать немножко грибов. Много собрать не стану, немножко наберу, чтобы сварить или пожарить вот эти грибы, что соберем. Вот еще один гриб, но это старый. Вот то, белый гриб. Вот. Хороший, между прочим. Это я буду брать. Сейчас пакет возьму и будем собирать. Сейчас ветер поднялся. Хотя еще у нас тут туман. Не знаю, какая погода будет. Вот смотрите, какая сейчас в данный момент. Везде кругом туман. Такой. Едем на первую избу. Взял с собой стройматериалы. Доски там. И самое главное, основное. Сегодня надо мне... Сейчас поедем и с утра займемся. Поставим печку, которую я на ремонт увозил. Вот тут он свалился на бок. Также новый мангал. Все это дело. А сейчас давайте пособираем. Если хотя бы десяток найду, и вполне достаточно. Приятного вам просмотра. Так. Для грибов взял пакет, как обычно. Ну тут ведро еще для ягод. Возможно, даже ягоды буду собирать. Начнем с грибов. Немножко наберем. Тут маленький пакет вполне достаточно. Вполне достаточно, ребят. Вот он. Белые кругом. Белые грибы. Хорошие, между прочим. Немножко грязные, но, как ни странно, все хорошие. Идеально. Ой, грязнули. Наверное, чуть в стороне лучше собирать. Потому что вдоль дороги они с песком. Крупные и хорошие. Здесь вдоль дороги пройду, и там еще. Там обычно подощина, да, и не надо далеко уходить, вон. Везде они есть. Вот еще красноголовик, но он тоже грязный на дороге. Мелкие. Нет, давайте я так пройду в стороне сперва, посмотрю. Грибов много. Сезон уже. Что-то в этом году. В прошлом году в сентябре у нас грибы вышли. В этом году в августе. В середине августа. Вот. Еще один. Ну, этот плохой. Вон еще один. Такие проверять даже не стану. Вот малюсенький. Ой, блядь. Червивые все. Тоже надо проверять. Вон еще один. В общем, буду чистить дома. Избушка-то есть. На улице прохладно сегодня. Тоже нормальный. На улице прохладно, даже немножко морозно так. Кругом белые. Хорошие, между прочим.
Ой, это маленькие не буду трогать. Пусть подрастает. Покрупнее, которые я возьму еще. Которые годные еще. Не очень хорошие. Даже сегодня будет такой грибное блюдо и с этим, как сказать, из белых грибов. Так, идем дальше. Какой хорошенький тут. Меня дождаться. Вон еще один. Ой. Этот почищу. Вон, гиганты. Ну, такие даже. Вот. Вот даже для соления уже начали выходить волнушки. В основном кругом белый. Ой, труха. Вот, ребят, такой гриб. Он съедобный, хороший. Хороший в том смысле, что он, ну я не знаю, как луговой боровик, похожий. Но я такие грибы не беру. Я один раз на такой гриб, мы с Денисом попадали, собрали грибы. И такой, вот именно с такой серой шапкой, какая-то вот светло-коричневая шляпа была. Тоже взяли, мы подумали, что это... Ну так и есть, он подосиновик, так называемый. Но с такой шляпкой, может быть, попадет гриб, он очень-очень горький. Вы даже не представляете, как... Вот пили хоть раз в жизни левомицкилин, лекарство от диареи или что там, от поноса. Левомицкилин. Вот можете попасть с этой шляпкой на такой гриб, который называется, я не знаю, в Яндексе там напишите, там горький гриб, похож на подосиновик. И весь суп у нас испортился. Ну, невозможно там, как сказать, его съесть. Он очень-очень горький стал. Все пришлось нам вылить. Вон там до черта грибов. Ну, пока здесь пройдусь. Вон, видите? Вот гриб, вон гриб. Мелкие посмотрю, а этот оставлю большой. Здесь. Вот тоже вот этот подозрительный гриб. Вот смотрите, такая шляпка. Вот. Похоже, вот. Похоже на вот подосиновик. Он тоже подосиновик типа. Даже похож на луговой боровик. Но я его брать не стану. Нам я одного раза хватило. Этот хороший. Ну, сердцевина только плохая. Буду чистить. Вот. Так что имейте в виду. Не попадайте. Лучше, знаете, вот, лучше оставить. Пускай они хорошие, красивые. Но вы можете на такой гриб попасть, что просто невозможно есть такой суп из этих грибов. Вот. Да, в принципе, я уже набрал на этот. Но больше соберу и отварим. Потом можно с картошкой пожарить. Я картошку взял. Вот хороший, первый сорт, между прочим. Немножко оставляю. Мне не нужен. Сыр, блядь, тоже хороший. Тоже беру. Да, хороший. Крупный. На улице прохладно, может, из-за этого червей. Черви-то... вот эта сторона плохая. Черви есть, но их не так много.
Так, ну все, начало есть. Вот такое грибное утро. Осенью так и есть. До заморозка у нас постоянно грибы в изобилии. Они есть. Пока в данный момент природа еще не до такой степени, как сказать, изменилась, что вот перестали грибы выходить. Они выходят. И смысла дальше идти я не вижу. О, ребят. Ох-охо. Вон он для соления, смотрите. Волнушки. Вон там еще волнушки кругом. А сейчас я тоже их собирать не стану. Может, когда буду выезжать уже домой на обратном пути. Вот так вот. Ладно, я дальше собираю, там чуть позже включусь. Вот дорога. Ну там грибы были и остались еще. Так иду, проверяю. Посмотреть хотел. В тайге что-то есть, нету. Вон гриб, тыры-тыры, туда пошел. Вон гриб, ребят. Что возле дороги, что чуть в стороне. Везде грибы. Вот, пожалуйста. Вот. Вот они. Уже выбираю самые как-то более хорошие. Белые закончились. Что-то искал. А потом думаю, красноголовку пособираю. И поедем дальше уже. Целый пакет. Ну, это почищу там. Конечно же, меньше станет. Но это 100% буду жарить. Жарить сегодня, парить сразу же с утра. Ой, там, ну, блядь, все рассыпано грибом. Я буду выезжать домой, я еще соберу. Потому что белый большой. Может, отварим еще. Хотя от дома я ходил, собирал уже. Отварили, заморозили. Запас. Грибы дело такое, что, блин, вот сейчас он выход хороший. И в любой момент может там гриб перестать выходить, и все. Сезон быстро заканчивается, как ни странно. Очень быстро. Сушину смотрю. Вон там лежит сушина большая. Сейчас гляну. Потому что, может даже в эту поездку я приеду сюда еще. Не так далеко от избы. И надо немножко запас дров под навес собрать. Вот грибы. Вот лежит тоже сушина хорошая там. Камлевая, конечно, сырая, я смотрю. Но он сердцевина и верхняя часть вообще недалеко от дороги. Да, сюда я приеду, ребят. Вот за этой сушиной. Дрова надо. Дрова надо заготовить. Вот, ладно. Все, наверное, хватит. Достаточно на сегодня. Грибы там возле избы, наверное, также есть. Недалеко. Не надо далеко уходить. Так, показываю. Видите? Спрашивается, зачем я столько набрал? Ох. Накушаемся этих грибов сегодня. Ладно, сейчас поедем. Тулан здесь. Недалеко ходит. Он бежит, как лошадь. Сейчас где-то меньше 2 километров осталось. Пусть бегает. Все, сидит там парень. Не знаю, как дальше, но сегодня, как ни странно, прогрев двигателя не загорелась. Удивительно. Обычно на полпути он загорается. Сегодня нет, нормально все. Так, ну что, тут тоже смотрю.
много их, но они тоже есть. Вообще, в принципе, обратно буду уезжать. Здесь еще остановлюсь, пособираю. Да, и для соления уже выход есть. На этих, где вот, получается, где кустарники. Если там пособирать, думаю, уже выход будет. И много. Чолом зарокарка, лежусь нешатчины. Изба на месте, все как оставляли, так и есть. Ну вот, ребята, доехали. Все хорошо, все отлично. Сейчас глянем, как там. Сток стоит у нас, сушина стоит. Река течет, лодка на месте, так что все отлично. Пасмурная погода сегодня, листва уже желтеет, а вон смотрите, как желтеет уже. Я внимания еще не обращал, а вон та береза вообще уже желтая становится. И тут тоже вон над избой. Это моя любимая пора. Это так комфортно, вот когда прохладно на улице и не жарко, и меньше гнуса. Вот сейчас я приехал, вот пока никто еще не жужжит. Понятное дело, вечером очень много мошкары будет. Комаров минимум, но мошкары. Сезон мошкара уже начался. Ну. Так, ладно. Посмотрим, что там, как изба. Чолом зарокарка. Давно не виделись. Весь свет уже обошел, Олег. Были на юге, до Абхазии ездили, и снова мы здесь. Снова будем ночевать в избушке. Вот. Самое главное, сейчас мне это установить печку. Самое главное, основное. Если все получится, установка печи, сразу же затопим, чтобы вот воздух такой вот был, как и должно быть в избушке. Теплый такой, приятный. Посмотрим, может кто-то записал, что... Конечно, мало кто оставляет записи, но... Ну да, никто ничего не записал. Вот. Сперва затоплю. Надо сразу мангал достать, новый мангал поставить. Поставил новый мангал, и вот этот уже в утиль. Все, он сгнил. Смотрите, какое дырище на дне. Днище, дырище. Вон. Все сгнило. Вот это поменяем в первую очередь. Затопим мангал. Как сказать. Чай сварим. И по ходу будем работать. Сперва печку, потом вот эти, из этих досок 3 доски привез, 4. Ну, сперва 3 доски поставлю, вот такой ширину будет. Не знаю, может добавочный еще привезу 1. Пока 3 поставлю, вон там лавочку, все это переделаю. Вот этим займусь. Это все вы сейчас будете смотреть. Сходить за водой надо, воды в ведро принести. Ну, как обычно. Как обычно. Ружье взял, может, и на охоту вечером пойду.
Самое главное с собой взял, а схожу или нет там по настроению. Вот. Здесь переночуем одну ночь, а там видно будет. Еще на вторую оставаться или же сразу уже завтра уехать. Хотя у нас, в принципе, 3 дня есть в запасе. Ладно. Мечая бездельник. Сыкон. Самая хорошая собака в мире. Надо выгрузиться. Ведро нужно мне. Ой. Это, смотрите, так называемый туиз из бересты сделан. Ну, покрасили, а так он все из бересты. Рыбу хранить вообще идеал. Так сделано, что ни одна капелька не выходит. Представляете? Мастера делали. И делают до сих пор у нас еще. Вещей, как всегда, много. Дофига. Грибы отсюда тоже надо. Так. Что у нас тут? Еще. Лишнее заносить пока не стану, так как сперва мне надо вот это еще разбирать, и окно придется снять. Так что пока все на улице оставлю. Вот это ведро надо. Это ведро надо.